Добрый день, друзья! Я Нурмухамед Хусаинов. Пока в течение 30 лет своей жизни преподавал историю, и в особенности, в том числе в последние из них 20 лет, историю татарского народа, я в то же время бесперестанно накапливал и систематизировал всякую информацию по истории Великой Татарии. В большей степени это определило и наше другое направление исследований по сопутствующей исторической науке, сравнительной этимологии. Если еще каких-нибудь 15-20 лет назад мало кто слышал про громадную мировую державу древности Великую Татарию, то сегодня уже можно сказать, что только самый ленивый не интересуется ее историей. Но, как ни странно, в учебниках об истории этой державы мы ничего не найдем. Официальная историческая наука хранит полное молчание. Словно действует некоторые табу. Но странно же. Была супердержава, а о ней так мало известно. Ведь даже по сохранившимся картам с конца 15 и начала 16 веков, а всего известно около 330 карт Великой Татарии, то страна эта занимала территории поистине от восхода солнца, от островов Океании, Японии и на западе, как минимум, точнее, как это принято, до Онежской губы, Суздальского княжества, Северного и Северо-Западного Причерноморья, это в Европе. Хотя по топонимам со словом «татар» получается до Восточной Германии. И далее, согласно этим же топонимам на татар, занимала всю Северную Африку. И что самое, может быть, интересное, согласно сохранившихся 1,5 десятков топонимов со словом «татар», она имела фактории и в Латинской Америке. Скажем сразу, на всех этих просторах сохранились топонимы и с именем татар от тюркского Всевышнего, Тянгре, и некоторые другие. То есть, по ходу дела нам и предстоит в первую очередь уточнить пространственные контуры былой державы. Да, сочинено уже множество рассказов о Великой Татарии, в которых чаще всего домыслов. Кто-то утверждает, что это была Тартария, кто-то там Тархтария, ну и так далее. Страна де ариев, страна славян и прочее. Ну, кто во что гораздо. Но скрупулезного изучения темы так и нет. Мы и решили заняться проблемой подетально, так сказать, с большим упором на мелочеведение. И из фактов, уложенных более чем в 3000 страниц машинописного текста, и вырисовываются некоторые реальные пространственные и временные контуры Великой Татарии. Теперь вкратце о временных параметрах Великой Татарии, его едином Боге, ангелах, символе державы. Дракон всем нам известен по мотивам ряда сказок. Но мало кто знает, что этот образ был создан на базе трансформированного образа Грифона, фантастического существа с телом и головой льва, с клювом и крыльями орла, со стрелоподобным языком и хвостом змеи, да, на 4 лапах. Правильное название Грифона на татарском языке звучало примерно
Нацикай, Накикай, Наккай. Точное, неискаженное название его до нас не дошло, ибо все, что касается татарской истории, все татарские документы были истреблены с величайшей тщательностью. В татарском фольклоре слово сохранилось в выражении «наджагай уйны», то есть игрище наджагай. Известно также, что с XVI века в Северной Татарии, это Золотая Орда, имя этого ангела продолжало функционировать в несколько трансформированной словоформе «наккай», «нагай». Во времена, когда выдумывали историю Древней Греции, форма этого слова частично отразилась в имени крылатой богини Немезиды. И если эта Немезида выдумана как богиня мщения, то богиня победы греков, Ника, тоже крылатая. Это и копья, и калька от татарского «накикай», «наккай». Этимологию же имен остальных богов Греции мы разложили в нашей работе «Словарь тюркских основ романа германских языков». Накикай, Наккай считался одним из ангелов общеизвестного Всевышнего татарско-тюркского мира Тангре. По рангу он ниже трех основных его ангелов – Ярсуба, Умая, Ирлика. И считался земной владыкой. Ну, отсюда его такой фантастический образ. Он и лев, и орел, и змей. Он являл собой символ Великой Татарии. Присутствовал на его флагах, на важнейших пайцах и был атрибутивным знаком на форменной одежде личного состава гвардейского корпуса великого хана и его беклерибека, то есть главнокомандующего. Также его изображения были на молитвенном месте каждого татарина. Но в то же время Всевышнего Тангре люди не могли рисовать. Его имя было написано на настенных табличках. Ну и понятно, считалось, что этот наземный ангел Тангре оберегал Великую Татарию и охранял его великого хана. Кстати, староверы, пережившие чудовищное преследование за свое правоверие, при молитвах также касаются лбом коврика, в старину называвшегося Насачев. Эти старинные названия грифона в разных диалектах звучало примерно Накикай, Начакай, Нацикай, то налицо созвучие между Насичев и Нацикай. Но теперь этот коврик имеет более прозаичное название подручник. Изображений же этого фантастического существа при археологических раскопках найдено великое множество. Это, наряду с упомянутыми топонимами, в существенной мере помогает нам утвердиться и на контурах Великой Татарии. Причем не только пространственных, но в той же мере и временных. Так, целый ряд изображений грифона Наккая найдено в Турции, также на территории Греции, Междуречия, Персии, в Египте, на Украине, в ряде других европейских странах. И, естественно, в различных частях России. Крыму, Кавказе, Кубани, Устюге, Поволжье, Ханты-Мансийском, и дальше на Алтае, и далее в Китае. И что интересно, в России на стенах и воротах наиболее старинных церквей также изображение этого символа Великой Татарии. И Наккай присутствовал даже на знамени Ивана Грозного.
Возраст Пазырыкского кургана, это на Алтае, определяется V веком до нашей эры. При его раскопках также найдены изображения Грифона. Это дает нам повод высказать мысль, что, очевидно, начало Великой Татарии не меньше этого времени. Примерно того же времени имеются и другие находки этого изображения. А это 2500 лет. Есть такая лань. Ее называют теперь мускусной. Но в древности она называлась татарской ланью. И ряд поэтов X и XI веков Персии, Азербайджана в своих стихах воспевали ее лучшие качества, что дает нам уже вполне твердо утверждать, что к этому времени, то есть в X веке, татарский мир существовал на широких просторах Центральной и Передней Азии, а также в Сибири. Да так, что к этому времени это имя стойко утвердилось за широко распространенным в большей части Азии животным. А это на целых 1,5–2 века ранее Чингисхана. Ну и сомневаться в том непросто, ведь на соседствующих памятниках Архона-Енисейского региона, на стеллах, датируемых VII веком, упоминаются целых 2 объединения татар. А это тоже 1500 лет. Исследования американского ученого Паркера, основанных на китайских источниках, также датируют время появления татар на исторической арене началом нашей эры, то есть 2000 лет тому назад. Очень кратко в этом нашем вводном рассказе о природных, социальных, политических и других терминах, понятиях и вообще объектах мира разного порядка, в свое время прямо названных именем татар и зафиксированных в источниках или даже потребляемых до наших дней. Во-первых, отметим, что эта группа слов из 150 единиц имеет очень широкий спектр. Здесь мы ограничимся только отдельными примерами из разных сфер, от объектов природы до политических понятий. Самое большое количество названных именем татар, татарский, несколько десятков относятся к объектам растительного мира. Например, среди прочих, множество кустарников, деревьев, в том числе, например, виноград, цветы, злаки разные, травы, большинство коих целебные, среди которых наиболее известен татарник, из чего мы употребляем знаменитую расторопшу, татар-чай, татарское зелье, лук-батун татарка, целых 3 растения, называемых татарское мыло, татарский клен, со цветов которого пчелы, среди которых есть и татарской породы, собирают самый целебный и аристократический татарский мед, в том числе и в татарской улье, так называемая тадан на Дальнем Востоке. Из животного мира наиболее знаменитые это в первую очередь самые выносливые татарские лошади. Далее татарская гончая собака, от коих пошли все гончие мира, а также татарская овчарка. О татарской лани мы уже говорили выше. Есть в этом ряду и рыба, и змей, и жук, и паук, и все прочее. Большое количество блюд также носят название татарские. Соусы, бифштексы, напитки, бульоны и прочее. Не менее интересен ряд изделий ремесла. Татарский плуг, черепица татарская, большой ряд названий одежды, среди которых отметим комплект татар-мундир у казаков, который был отменен указом царя только с середины XIX века. Нельзя не сказать о сшитых
из разного цвета лоскутков кожи, особо качественным татарским швом татарские сапоги. Ну, татарские шапка, и мужские, и женские, у русских, у румын и других, а также знаменитый татарский тип тюбетейки. Отметим из военных объектов. Это грандиознейшие татарские валы на 1000 километров. Только в России известны целых 3. Татарские увалы, крепости, стены и прочее. За некоторым видом снаряжений также закрепились такие имена: татарские, татар, татарка. Например, за саблями, луком, седлом, упражнениями, конным строем, кораблями и так далее. Особый ряд – это памятные места, типа Татарский Брод, Татарский мост, Татар-Майдан, Татар-Базар, Татарская дорога, Татарская Слобода, Татарское городище, селище, татарские могильники, курганы, бугры и прочее. Но, возможно, самым интересным в данном ряду будет зафиксированные тщательно, визуально, на рисунках и подтверждаемые географическими терминами и топонимами некогда существовавшие татарские амазонки. И коротко о языке Великой Татарии. О том, что языком Великой Татарии был татарский, писал проживший там при дворце великого хана целых 17 лет монах Марко Поло. Писали и многие другие. Академик Анатолий Алавинцев свел воедино все исследования на эту тему и не оставил места для иных толков. Язык был единым для всей державы. А о том, что иные языки создавались началом от языков священных книг, признают даже высшие иерархи церкви. Послушаем. Мы церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. Принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное. Они стали говорить с этими варварами на их языке. Они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику, славянский язык. И на этот язык перевели Слово Божие. Не ослышались. Создали славянский язык, начиная с азбуки. В целом, патриарх ничего нового и не сказал, ибо Библия этого даже особо и не скрывала. Читаем. «И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». Здесь и цель указана куда уж ясней, чтоб не было взаимопонимания. К этой же мысли пришли и иные историки, и незашоренные исследователи. Вот что писал сам Карамзин. Вообще, наш язык от 13 до 15 века приобрел более чистоты и правильности, оставляя употребление собственного русского наречия. Писатели тщательно держались грамматики церковных книг или древнего сербского, коего памятник есть наша Библия, коему следовали они и в выговоре, и изображении слова. Один к одному, что сказал патриарх. Кстати, обратим внимание, это как раз во времена так называемого монголо-татарского ига на Руси. Далее, Иордан Табов, болгарский исследователь, пишет: искусственный христианский богослужебный язык создан смешением диалектов народов Восточной и Юго-Восточной Европы, главным образом русских и болгарских. Если мы знаем, что тот же Карамзин свидетельствует, что болгары ранее имели язык тюркский, и что сказал патриарх о создании языка славян, то и основа указана точно – тюркский язык.
гениальный Анатолий Фоменко пишет: тюркский язык вполне вероятно был языком наших предков, а русский язык, скорее всего, является разговорным упрощением священного церковно-славянского языка. Ему наших предков научили церкви, и он постепенно вытеснил разговорный тюркский язык. Но почему пишут тюркский, а не татарский? Ну, понятно. У серьезных историков, как в детской игре, проговор слова «татар» наказуемо. Поэтому, кстати, и курганы татар сплошь приписаны половцам, печенегам, иранцам, монголам, ну и прочим. Даже складывается иногда впечатление, что курганы татарских времен ученые погрузили на телегу и куда-то увезли. Еще раз напомнив о присутствии на просторах всей Океании, Австралии, Азии, большей части Европы, а также на всей северной части Африки и Латинской Америки около 1200 топонимов, прямо названных татар, еще 150 других объектов из различных областей бытия, названных также именем татар, добавим, что на эти топонимы накладываются еще 160 топонимов с корнем слова хан. Ну, это татарское слово. Около сотни тангре. Причем именем последнего обозначено еще полсотни других объектов бытия. Отметим пока только лишь некоторые из ряда наиболее интересных из них. Хотя, конечно, все они весьма знаковые. Вот крошечная французская Полинезия. И целых 3 топонима на слово татар, в том числе гора, пролив, остров и еще лекарственное растение татара муа. В Новой Зеландии 3 топонима татар. На всех островах, где еще живет народ по названию Маори, словосочетание Тутаре Куяка означает «слуга бога океана», Тангара. В принципе, это слово тождественно татарскому Тангре, Всевышний древнетатарского мира. В Австралии 2 топонима татар. В Японии целых 14 топонима татар, среди которых и огромный мост Татара, мост, пересекающий внутреннее Японское море, 5-й по длине основного пролета вантовый мост в мире. Ну и здесь и горы, и реки, и местности, и пустыня, и многое другое. Здесь есть поселок Татара Саннай-Сугая, исторический городок, в котором процветало производство железа татара, которое выплавлялось в печах татара, татаропроцессом, и только из этого железа можно было выковать знаменитые самурайские мечи. В японских единоборствах часто присутствует слово татара. Кстати же, в Японии выражение «решительный шаг» звучит «татарская поступь». Далее мы пока обойдем Индонезию, материковую Азию. Ну, во-первых, она и без того на 330 картах древности однозначно обозначена территория Великой Татарии. Скажем лишь, что в каждом из стран этой части света имеется множество названных топонимов. Во-вторых, к некоторым регионам Азии мы вернемся позже, несколько подробнее. Ну, среди всего прочего, в отдельном рассказе мы поведем речь о России. Пока же мы лишь попутно отметим, что Тихоокеанский остров Сахалин от северной части Евразии отделяет пролив Татарский. И первые же горы на материке после пролива Сахате-Алин в старину назывались татарскими,
что отмечено в ряде западноевропейских энциклопедий. Также заметим, что Северный Ледовитый океан в древности, аж до XVIII века, назывался Татарским океаном. Безусловно, самая большая численность названных выше топонимов и других объектов бытия находится в России, на территории других стран СНГ. Также заметим лишь, что в Украине при обилии топонимов на слово «татар» на севере, в городе Остроге, на улице Татарская, сохранилась такая вот мощнейшая башня. Одна из былых двух – башня Татарская. В Белоруссии, в Литве, при наличии также множества топонимов на слово «татар», еще и огромное число былых татарских кладбищ, мизар, как при разных населенных пунктах, так и на местах былых селений. Число курганов в Белоруссии и востоке Польши просто поражает. Не случайно, что именно в польском Гданьске имеется единственный в мире бронзовый памятник татарскому конному воину. Кстати, в Белоруссии был как некогда фрагмент татарской дороги. Далее Балканы. Балканы и вся полоса этой географической широты, до самой Балтики, отмечаются тем, что здесь очень густое скопление топонимов татар и носителей фамилии на татар. Приведем только несколько цифр о количестве топонимов татар в разрезе государств региона. Вот в таких маленьких странах, как Сербия, их целых 7, в Боснии и Герцеговине 6, в Словакии 3, в Черногории 3, Хорватии 1, Албании 1. В Греции таковых целых 8, в Македонии 4, в Венгрии 5, а в Румынии целых 23. Кстати, здесь древние времена обозначают как татарские времена. И еще более интересно, что в Германии 8 топонимов татар. В Норвегии 2 топонима. Откуда? Вот. Кстати, в Норвегии был и вид походной еды татар, который впоследствии с норвежцами оказался и на столе американцев. В Европе вообще немало блюд с названием татар. Соусы, бифштексы, бульоны, напитки, целый ряд растений, плодов. Еще интереснее факт. Есть понятие французский поцелуй, считающий самым нежным. Оказывается, прежнее название татарский. Вот в Италии сохранился ручей Татарена. Или в Сардинии старейший город Сассари, как значится в справочниках, на разных диалектах также известный как Татари. На карте мира Мартина Вальдземеллера 1507 года у берегов этой Сардинии, ну и Италии, нарисован двуглавый орел. Как теперь признано, этот орел изначально был герб так называемой Золотой Орды, а точнее Северной Татарии. В Европе и целый класс кораблей назывался Тартана. Более всего она была в ходу у испанцев, в свое время властвующих в морях. Казалось бы уж, в Англии-то со слов татарской ничего не могло быть общего. Однако ж, но сначала небольшой сюжет из видеофильма известного журналиста Сергея Брель. Тартан. И, как считается, завезена сюда, в Европу, в Шотландию, с востока, из Тартарии. И это еще не все. Еще здесь, в столице Шотландии, нас интересовала жемчужина мировой энциклопедистики. Наш путь лежал в легендарную библиотеку знаменитого университета Эдинбурга. Здесь, в библиотеке университета Эдинбурга, где, кстати, хранится коллекция Адама Смита, нам разрешили взять и даже потом полистать первое издание знаменитой британской энциклопедии. Оно было подготовлено именно здесь, в Эдинбурге, в Шотландии, в 1771 году. Итак, том 3, страница 887. Первая энциклопедическая статья о Тартарии. Авторы пишут, что это обширная страна за Московией и Сибирью. Как видим,
у шотландцев как-то оказалось самым почитаемым в свое время используемый для военных маршев музыкальный инструмент от татар. Более того, святые атрибуты, клановые знаки шотландцев, так называемые клетки, назывались точно таким же именем. А герб Уэльса и вовсе татарский грифон. Интересно же, у англичан при встрече с сильным врагом принято говорить «нарвался на татарина». А упрямые мальчики у них – это татарчонок. Сдается нам, что и модное ныне слово «тютер» от того же татар. Как уже было сказано, сопутствующие татарам Тангре, имя Всевышнего, отчетливо сохранилось и в Европе. В той же Сардинии, город Тангери, на Апеннинах, в Италии же, еще Тангар, Ракетта Танаро, есть река Танаро. В комментариях к названию, которое значится, названо в честь гальского бога времени Таранос. И уж не случайность, не спишешь, названо в честь бога же. Но, как видим, историки пытаются это затушевать. Река отчетливо Танаро, а бог времени Таранос. В Бельгии также следы Всевышнего в топонимах. Тонгар Нотр-Дам, Тонгар Сен-Мартин, Тонгерен, древнейший город Бельгии, якобы бывший центром германского племени тунгров. Во Франции также есть населенный пункт Тангри. В Африке, в части севернее экватора, где большую часть занимает Сахара, топонимов татар 11. Попутно заметим, в Буркина-Фасо есть каскад водопадов, называемых Тангора. В Эфиопии Тунгур – название руин значительного особняка. В Нигерии же город Тангур. И в Марокко, в штате Танжер-Тетуен, город Тангер. Еще есть город Тангири. Как уже было сказано, Тангере – это имя тюркско-татарского Всевышнего. Переходим Атлантику. В Южной Америке до Панамы на севере 14 топонимов татар, среди которых мощнейший вулкан Татара, названный позже Сан-Педро. Здесь также 4 топонима Танжа. В Бразилии город Тангара, порт Тангара да Серра, поселение Тангура, река Тангур и в Перу город Тангор. Даже в США название Тангрс сохранилось в названии дороги. Есть на американском континенте и Танагра, птица, со значением на языке индейцев птица рая, которую многие считают самой прекрасной птахой в мире. Иной слушатель, наверное, не услышав здесь о вбитой в умы со школьной скамьей Монгольской империи, несколько удивится. Поскольку этот наш рассказ лишь вводный, мы коротко лишь скажем основные итоги наших исследований по этому вопросу. Не было этой Монгольской империи. Во-первых, на сегодня известны древних карт Евразии более 330 единиц, начиная с 15 века. И все до единого только о Великой Татарии. Но таких же древних карт о Монгольской империи ни одной. Да, в 1837 году появляется первая карта Великой Монгольской империи. Но это же когда нарисовано? В 1837 году. Да, еще деталюшка. 10 лет ранее тому, то есть в 1806 году, на месте Монголии взамен некоторому маленькому айкониму Калха, иногда Халха, присутствующему на картах со времен начала развала Великой Татарии, появляется маленькая надпись «Монгол». Но вдумайтесь,
Это ведь 1806 год. И большое количество проявлений вдруг именно к этому времени документов о монголо-татарском иге дает полное основание заявить о некотором ватиканском проекте исторического рисования монгол-татар. Как в свое время заявил Петровский, история – это политика, опрокинутая в прошлое. Во-вторых, во всем пространстве Евразии, даже в самой Монголии, нет ни одного топонима монгол, ни объектов природы, прозванных этим славным именем монгол, ни одной фамилии на монгол. Тогда как мы сказали выше, существует до сих пор около 1200 топонимов со словом татар, 150 наименований других объектов бытия на татар, миллионов носителей фамилий на татар. В-четвертых, слово хан вовсе нет в монгольском языке. Чтоб появился великий Чингис-хан. В-пятых, монах Марко Поло 17 лет прожил во дворце великого хана Татарии. Энциклопедически и точно описал великую Татарию. Монгол он совсем не знает. Ни словом о них. Ну, не прятались же от него эти монголы. Ну да, когда труд Марко Поло переводят на русский язык, то в предисловии или в комментариях без каких-либо объяснений историки переходят на свой особливый язык. Слово «татар» без оговорок заменяют на «монгол». Спрашиваешь, почему? Отвечают, так Марко Поло побывал же у монгол, это общепринято. Логика иезуитская. Незабвенный Козьма Прутков бы воскликнул: если на клетке слона увидишь надпись «Буйвол», то не верь своим глазам. В-шестых, даже сегодня в Монголии нет народа монгол. Откройте энциклопедический справочник народа мира. Там 80% населения Монголии даже сегодня это халха. Остальные – найманы, айраты, дунху и прочие. Вот там где-то 20 народов. Ну а собственно монголы якобы те живут в Китае. Но там эти монголоязычные народы тоже по племенам называются. В-седьмых, прямо на поверхности факт. В русских летописях нет монгол. Даже в фольклоре нет слова монгол. А ларчик просто открывается. Сокровенное сказание монгол привезли из Китая, написанного китайскими иероглифами, где его изготовили иезуиты, позже, чем успели изготовить повесть современных лет, то есть русские летописи. Выражаясь научным языком, проект «Монгол-татары» был создан исключительно для внутреннего употребления на Руси. Причем позже, чем изготовили Несторовский ПВЛ, повесть современных лет. В-восьмых, в переписке Ватикана тех времен также абсолютно нет упоминаний о монголах. Более того, эта переписка и вовсе обескураживает. Ватикан не заметил, что в Руси идет какое-то иго вообще. Я уже не говорю про пресловутое монголо-татарское. В-девятых, поле Куликовское изрыто вдоль и поперек в поисках следов грандиознейшей летописной Куликовской битвы. И штыки в землю. Нет там следов битвы. Кстати, о Куликовской битве весьма красноречиво высказался и президент Владимир Путин. Надеюсь, не будет идти речь на встрече о льготах для участников Куликовской битвы. Но некоторые вещи, связанные вот с такими событиями, мы, конечно, должны к ним очень внимательно отнестись, посмотреть на реалии, которые происходили тогда,
там очень интересные наблюдения есть по поводу того, кто с какой стороны воевал. И да-да, там любопытно, там и с одной, и с другой стороны были русские полки. И с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главная ударная сила. Это любопытные страницы нашей истории, на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков. Как видим, даже политики высокого ранга, опережая иных историков от политики, начинают вглядываться в прописанную ватиканскими конструкторами модель прошлого с осторожностью. Владимир Путин, очевидно, отчетливо не верит в излюбленных нашими историками великих монгол, что мы можем видеть и из следующего ролика. Такую вот карту древних татари, это автор Блау, голландец был такой картограф 17 века. Но это трудно понять, кто на этих территориях тогда жил. Да. Просто это говорит о нашей общей истории, подчеркивает ее и подтверждает. Здесь волей-неволей вспоминаются слова одного из самых почтенных немецких исследователей, уже приведенного нами выше, Яхима Бергера, сделавшего противоречащий казенным историкам вывод из своих многолетних исследований. Европейцы имеют тюркские корни. Действительно, как можно иначе объяснить наличие топонимов татар, хан, тангре в Центральной Европе и даже в некоторой части Западной Европы? Ну уж не могли люди обозвать свои айконимы от любви или еще лучше от ненависти к иготворящим монгол-татарам? Очевидно, это можно объяснить только тем, что в реальной истории предки наши жили в единой Татарии. Подчеркнем, в реальной, а не выдуманной историками монголо-татарии. Интересно на этот счет мнение политика. Времен. Эту территорию европейцы, всю нашу территорию называли Тартарией. Абсолютно, да. Это вот подтверждение всего. А я вас хочу поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что вы делаете вот в последнее время, в том числе и по изучению нашей общей культуры и истории. Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которой мы должны заниматься. Не ослышались. Общей истории и культуры. Ну, естественно, кто-то, не дремлющий на посту, выскочит. До Татарии тысячи лет здесь были разные народы. Однако ж, изыскания столь нелюбимого историками академика Анатолия Фоменко не оставляют места для древнейших писанных периодов человечества, начиная от времен до нашей эры, вдруг обнаруженных гуманистами в эпоху Возрождения. Но это тема отдельного разговора. Пока же мы завершим наш вводный рассказ в тему контуры Великой Татарии. На схеме два отрезка истории Руси по 50 лет каждый, так называемого татаро-монгольского времени. Они как близнецы-братья. Исследуйте сами, друзья.